Здравствуйте, на канале Тува-24, программа «Интервью дня». И сегодня с гостями в студии мы будем говорить о проблемах ранней беременности. И сегодня в студии Тайгана Шалбановна Даспан-Камбу, заместитель главного врача перинатального центра Республики Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте. Эльза Эдуардовна Андар, клинический психолог перинатального центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Чайзатма Чодуевна Баткар, детский врач, главный внештатный специалист Минздрава Тувы по педиатрии. Здравствуйте. Аржана Александровна Хиртек, социальный работник перинатального центра. Здравствуйте. Проблема ранней беременности – это проблема и мамочек, и ребенка, и семьи. Насколько остро Тайгана Шалбановна она стоит? За последние 3 года, получается, у нас в Республике Тыва наблюдается увеличение случаев ранней беременности у несовершеннолетних девочек. Вот за текущий год, получается, у нас самый маленький возраст девочки, да, беременной, у нас 13-летние беременные, потом уже 14-летние, сейчас уже 16 и 17-летние беременные девочки. Для нас как бы уже не новость и не шок. Поэтому данная проблема действительно у нас в Республике Тыва существует, и она наблюдается тенденция к увеличению данных случаев. И получается, за последние 3 года наблюдается увеличение. Если в 2019 году у нас было 129 случаев беременности всего у несовершеннолетних девочек, в прошлом году, в 2020 году, зарегистрировано всего 114 случаев беременности у несовершеннолетних девочек. И за полугодие у нас уже среди законченных случаев, даже вот те девочки, которые уже роды разрешились, там, исходы с абортивными исходами, тоже есть у нас всего за полугодие прошли 56 законченных случаев. Сверху к ним также имеется и сейчас у нас на диспансерном учете 69 несовершеннолетних девочек в Республике Тыва. Среди них 23 девочки в настоящий период в городе Кызыле наблюдаются, остальные по районам Республики Тыва. Насколько здоровые дети рождаются у таких молодых мам, которым 13-14 лет? Чайзатма Чодуевна, вы как педиатр, наверное, как никто знаете. Ну, у молодых мам, конечно, и так понятно, у них незрелый возраст, поэтому у них очень часто бывает недоношенность и незрелый плод. И вот этот, что возраст, что молодой, это тоже влияет на, в общем, здоровье родившихся детей. А вообще вот у этих мам это все случайные беременности? Вот у данных девочек, матерей, получается, да, мы, к сожалению, вот врачи-акушеры-гинекологи сталкиваемся с такой проблемой, что взятие на диспансерный учет по беременности у них в большинстве случаев, если это не 100%, то чуть меньше, более поздних сроках, чем обычно. У нас по приказу 1130-Н Российской Федерации на диспансерный учет по беременности женщина должна вставать до 12 недель. Но фактически у нас именно по несовершеннолетним девочкам ситуация такая, что они встают свыше 20 недель до, даже вот был случай вообще в 31 неделю девочка встала, вот эту вот 13-летнюю. То есть и более позднее взятие на диспансерный учет за собой уже влечет осложнение беременности. Это наши вот преждевременные роды, Чодуевна сказала. При эклампсии у нас нередко бывает даже вот аномалии родовой деятельности вследствие того, что вот организм девочки все-таки гормонально, вот морально, физически к родам, к вынашиванию беременности все-таки не готов. У нас вот такая проблема существует, и хотелось бы сегодня донести в первую очередь вот эту проблему до родителей данных девочек. Все мы являемся, тоже не секрет, родителями. У нас у всех дети есть, внуки есть, внучки есть, чтобы каждая семья знала, что у нас в Республике Тыва данная проблема очень остро стоит, и она идет
по нарастанию. Но к я так сожалению. понимаю, что проблему нужно решать до того, как ребенок, девочка забеременела. Да. Потому что ведь речь не должна идти о прерывании. Ведь Да. это насколько вредно, это нельзя, потому что ребенок потом, будучи уже взрослой девочкой, женщиной, девушкой, она просто не может родить. Вы как клинический психолог, какой выход видите в данной ситуации? То есть вообще они сами понимают, что с ними произошло, какие последствия могут быть? Как вы работаете? Вот они сами девочки, то, что с ним случилось, они не понимают, потому что это произошло случайно, кто-то что-то там, давай туда сходим, не сходим, да, или бывает иногда то, что некоторые девочки бывают в ситуации алкогольного опьянения, да, то есть первый раз они так выпили, да, с друзьями, и в конечном итоге у нее появилась беременность, да. А по поводу последствий, та девочка, которая вот несовершеннолетняя стала беременной, она чувствует одиночество, она чувствует растерянность, потому что родители, с их стороны поддержки нету, да, в этой ситуации. Они наоборот начинают ее ругать, постоянные ссоры, да, то есть постоянно нестабильная психическая такая среда у девочки в доме. Соответственно, со стороны отца ребенка, да, иногда он бывает также и несовершеннолетний, да, и неоткуда брать поддержки девочки, и поэтому от этого она, наоборот, замыкается, она никому ничего не говорит, вследствие чего возникают вот эти угрозы. Ну, то есть, получается, как родителям нужно вести? Если уже это случилось, то нужно, получается, поддержать? Конечно, обязательно, потому что она же не знает, что это такое. Мама, родители, они должны объяснить ей, что... То есть это же упущение родителей, что их ребенок... Да. В первую очередь, конечно, со стороны родителей, потому что вся эта ситуация, от чего она возникла? От того, что родители, они упустили этот момент, они не поговорили с дочерью, они не установили доверительных отношений с ней. Они должны были объяснить ей, что значит то-то, да, что, как нужно предохраняться, как весь этот процесс происходит, потому что сколько бы они ни надеялись на учителей, там, других сотрудников, да, например, там, психологов и так далее, в любом случае авторитет всегда стоит у семьи, у родителей. Я так считаю. Вот в первую очередь. Аржана Александровна, скажите, пожалуйста, вы как социальный психолог перинатального центра, как работаете? Работаете ли вы с семьями, уже с девочками, которые пришли рожать? Но мы, как перинатальный центр, являемся одним из субъектов профилактики, и согласно 120-му федеральному закону, при обращении несовершеннолетней пациентки должны передать информацию в другие субъекты профилактики. Это прокуратура, МВД, Следственный комитет, если девочка у нас не достигла возраста 16 лет. И вот девочка к нам поступила, пациентка поступила к нам, и мы с ней проводим беседу. Ранняя беременность. Какие девочки, из каких семей? Точно не могу сказать, что именно девочки у нас все из социально неблагополучных семей. Есть у нас из благополучных семей, из семей группы риска и социально неблагополучные. И точно сказала нам Эльза Эдуардовна, что здесь важно отношение родителя с ребенком. И поэтому не могу сказать, что все девочки из социально неблагополучных семей. То есть я могу сюда добавить то, что семьи, они в основной части у нас полные, да, и некоторые части из них тоже не полные. Но в любом случае, да, там есть обеспеченные семьи, да, то есть благополучные. И получается, иногда даже родители, они не замечают, что, вот, как сказала Тайгана Шалбановна, да, в большом сроке встают на учет, и они не замечают даже ее беременность. Они с утра уходят на работу, да, потом вечером приходят, там, она спит, лежит, все хорошо, все, и на этом, да. Потом в один день увидели, ой, она у нас беременная, да, то есть они как бы
даже иногда не интересуются, чем занимается ее А это вот дочь. только у нас в Туве вот такие отношения? Либо по России тоже такая тенденция есть, что стало больше несовершеннолетних? По России, По да. всей России такая ситуация России. получается. Ну, чисто вот мое мнение, мне кажется, все-таки сейчас подрастающее вот поколение, да, все внимание, в основном свободное время уделяется интернету, социальным сетям, близких таких контактов, разговоров с родителями на предмет полового воспитания, благополучия семьи, да. И все-таки родители должны интересоваться своим ребенком уже с самых ранних, вот с рождения уже получается, и более в подростковом возрасте нужно особое внимание этим детям уделять, и с ними нужно разговаривать, контакт нужно искать вот лично родителям. И если ребенок и родители, у них есть тесный контакт, да, как бы доверие друг к другу, то наверняка вот проблему ранней беременности мы бы могли вот у данной семьи могли бы исключить. То есть, Но, знаете, недаром Да. есть такое выражение, вот современное появилось, вашего ребенка воспитывает гаджет. да, вот, к сожалению, действительно, родители вот уходят на работу, приходят поздно вечером, дети сами себе дозволенные, дома чем занимаются или на улице чем они занимаются. Родители, к сожалению, этого не знают. И порой мы, как медицинские работники, уже встречаемся уже с фактом беременности у несовершеннолетней девочки. Уже родители нам задают такие вопросы, а почему, да как случилось и так далее. То есть эти вопросы родители должны задавать сами себе в первую очередь. Почему случилась такая ситуация в их семье? Есть какая-то горячая линия, телефон, куда бы могли позвонить родители? Горячая линия перинатального центра у нас имеется, психолог и социальный работник у нас все есть. И в детской больнице я тоже думаю, что у нас горячая линия есть. То есть Куда куда-то могли бы обращаются? позвонить родители или даже сами дети и посоветоваться, если иногда же невозможно об этом сказать маме. А вот та девочка 13-летняя, она родила здорового ребенка? Да, здорового ребенка буквально на днях родила. На днях родила. И она пошла в свою семью. Кто будет воспитывать этого ребенка? Она, ее мама? Вот как раз Аржана Александровна у нас вот с этими девочками вплотную, тесно занимается. И проблема возникает в том, что все-таки 13-летняя, 14-летняя девочка, она все-таки еще как бы... Сами дети. Она не является уже... И юридически она не юридически является. тоже, как бы, да, ответственности пока у них нету. Поэтому вот эта вся документация и вот за ребенком оформление всех документов, здесь даже у нас возникают проблемы. И в этом плане отрабатывает у нас очень хорошо Жанна Александровна. Какие помогает. проблемы возникают? Вероятно, ребенка временно должны усыновить родители, то есть своего внука или внучку они должны усыновить? Это все у нас, эта процедура проходит через отдел опеки и попечительства города Кызыла. У них есть определенные документы, соглашения, то есть есть случаи, когда они просто отказывают. Надо заключить брак, официальный брак с отцом ребенка. И если отца ребенка нет, то, естественно, мать через мать. А бывают такие случаи, что у девочки никого нет из близких? У нас такого случая не было. Не было. А наиболее часто встречающиеся случаи бывали такие, что девочка рожает, потом мама усыновляет, временно удочеряет, а потом девочка снова забирает и сама уже воспитывает своего ребенка? У нас такого случая нет. У нас девочка рожает и выписывается. В дальнейшем у нас Министерство труда и социального развития оказывает дальнейшее социальное сопровождение. То есть дальше уже передаете в министерство, и они сопровождают? И, конечно же, детская больница. Угу. Мы, как медработники, получается, все-таки мы стараемся, чтобы от ребенка данная несовершеннолетняя уже мама не отказывалась, и мы проводим работу так, чтобы она со дня уже постановки на учет все-таки уже мы ее психически готовим, психологически поддерживаем.
на материнство. То есть получается, если даже она встала на позднем сроке беременности, вы начинаете ее ориентировать, что именно она мама, так? Да, Конечно. Тут уже нужно вот ответственно, вот Эльза Эдуардовна отрабатывает, Жанна Александровна уже отрабатывает, уже даже вот на амбулаторном этапе честно разговариваем, чтобы данная девочка уже хотя бы вот хоть и поздно, но уже готовилась к материнству, и уже чтобы психологически была готова уже к моменту рода. А вообще, они испытывают стресс после родов, когда в 14 лет ты вдруг становишься мамой? Как они себя чувствуют вот после родов? После родов они чувствуют растерянность, потому что они не знают, что это, как это. И в этот момент важна поддержка матери. Это самое важное, потому что иногда в некоторых случаях они даже не понимают, вот родили, да. Но в тот момент, конечно, естественно, это стресс очень большой, огромный, да, для девочек. А потом вот этот момент прошел, вроде как родили, и все. И в основной части же мама заботится о ребенке, так и да, потому что она, ну, естественно, для матери ее ребенок все еще маленький, так и да, и она как бы боится собственно, за внучку или за внука, да, и в большей степени мама заботится о ребенке. И из-за этого, да, отношения девочка, которая родила, она тоже не понимает до конца, да, всю суть материнства и так далее. Естественно, в связи с возрастом тоже, но поддержка матери, соответственно, ее как просветительская работа в этом плане, да, как мать, она должна себя вести и так далее, это очень важно. Ну, а вот в этой проблеме самый острый угол какой? Ну, тут очень много острых углов, ранняя беременность. Я про это хочу сказать, то, что вот девочка забеременела, да, в этом случае в основной части агрессия куда идет? Агрессия идет на сторону родителей девочки, соответственно, на девочку, да, мол, ты сама забеременела и так далее, да, а вот почему-то кое-как упускается тот момент, что кто еще-то в этом деле замешан? Соответственно, отец ребенка, да, родители отца ребенка. Почему они упускаются, почему они как бы такие безответственно остаются в этом случае? То есть всю ношу вот этой случайной беременности, да, несовершеннолетней, беременность самой девочки, рождение этого ребенка, все остается на плечах у родителей девочки, у самой девочки. А другая сторона как бы она ни как при бы чем. ни при чем, она как бы, да, ну как бы ты сама забеременела, все, они как это сама устранились, да. И в этом случае я хочу сказать всем матерям, родителям, да, отцам, чтобы они всегда были на контакте со своими детьми. То есть это не только к девочкам, да, относится, именно к мальчикам тоже, потому что вы должны им объяснить, насколько они ответственны в этом случае, да, то есть насколько они должны тоже себя контрацептировать, да, в этом случае, применять какие-то методы разные, да, чтобы такой ситуации не вышло в дальнейшем. Ну ведь помимо беременности есть и различные заболевания, да, опасные, даже смертельные заболевания, поэтому вопрос контрацепции, наверное, тоже обсуждается постоянно, когда, допустим, в школах проводите ли вы какие-то встречи с подростками? В школах у нас плановая работа идет последний год в связи с этим участившимся случаем по России и вообще по республике. Поэтому прямо ежегодно плановую работу на год все составляют. Там основные темы: профилактика раннего вступления в половую связь, к чему могут привести, профилактика заболеваний репродуктивных органов, уже все вот в этом плане детям, и профилактика ранней беременности, и что к чему все это переводит. Мы в школах подростками всегда проводим. И к нам же также относятся средние учебные заведения. Вот по городу Казулана, например, было 20 с лишним беременностей у несовершеннолетних, 14 из них средних учебных заведениях. Ну, там в школах единичные 5 или 6 случаев, вот так. Поэтому надо активизировать, чтобы они знали. Конечно, в средних учебных заведениях дети приехали из районов. Может быть, у них как-то немножко побольше им надо знать все вот в этом плане. Вот эта профилактическая работа активно проводится, но, видимо, все равно недостаточно. И с нашей стороны, и со стороны перинатального центра.
То есть усилить, да, нужно ее? Да, с этой целью проводится профилактический осмотр. Там новый приказ по профосмотрам вышел. Там даже написано, девчонок начнет смотреть с 3-летнего возраста. 3 года обязательно смотреть врач, но там уже какие-то, может быть, аномалии развития, еще какие-то воспалительные заболевания, что, в общем, в этом плане все это у нас все проводится. Ну, потому что ведь речь идет и о здоровье будущего поколения, и о здоровье самих вот совсем юных девушек, у которых, может быть, на этом заканчивается и учеба, и какая-то дальнейшая жизнь, которую она планировала, она будет воспитывать ребенка. Я хотела бы добавить по поводу тех девочек, которые с районов пришли и так далее, да. Ну, соответственно, в городе ситуация с этим, есть такое понятие, как менталитет, да, и в городе девочки, они более как-то раскрепощенные, что ли, да, в этом плане. Не то чтобы девочки, да, а родители, они более открыто могут разговаривать со своими девочками в этом плане, да, по поводу беременности, контрацепции и так далее. А в других случаях, почему возникает такая ситуация? Потому что мы, как бы, тувинцы, да, издревле, как бы, эту тему как-то боком, да, Ну, обходили стороной. Обходили стороной, старались об этом не разговаривать, умалчивали, да. И сейчас в то же самое время, да, разговариваю с разными людьми, да, родителями, спрашиваешь, они как-то так, как это делать, я не знаю, а зачем, но она сама, наверное, узнает, где-то посмотрит, что-то как-то, да. Если родители боятся, да, разговаривать об этом с детьми, да, как-то, то есть также мультипликационный вариант, да, развитие девочки и метода контрацепции. Есть фильм, можно будет посмотреть. Но если нет ни фильмов, если живут далеко, вот кто может помочь таким родителям? Открытый разговор, или же нужно будет проконсультироваться с акушер-гинекологом. Но в любом случае мы же живем уже в современном мире. Да. Родители должны знать, что если в их семье растет девочка, если растет мальчик, то вот этот вопрос полового созревания и отношений, он рано или поздно встанет. Да. И лучше, чтобы предотвратить такое критическое развитие ситуации. Родители должны все равно идти в ногу со временем. Да. Сейчас у нас не то время, чтобы где-то какие проблемы возникали именно с получением какой-то информации. У нас сейчас в доступе свободный интернет, вся вот эта вот литература. То есть любой приказ, любую литературу можно в интернете свободно поднять. Все у нас есть гаджеты, мы можем поднять данную тему. И если у нас какие-то вопросы все равно возникают, то уже обратиться к специалистам, к нам, врачам, медицинским работникам, к психологам можно будет обратиться. В школах даже вот фельдшера есть, психологи работают, социальные работники. То есть в этом плане информацию я думаю, что никто не будет отказываться в предоставлении консультации, какой-то помощи именно в этом плане. И вот на мой взгляд, все-таки самое важное, все-таки со стороны родителей к своим детям нужна любовь, поддержка, разговоры. Вот именно в этом плане, если у них все нормально будет в семье, если ребенок будет в полной мере получать ту любовь, ту вот, ласку, да, с детства уже, до взрослого даже периода, все мы дети тоже, да. И мне кажется, что в этом плане, в такой семье дети не будут искать какое-то внимание, да, какую-то любовь, возможно, в какой-то стороне, там, боли, там. Ну или, по крайней мере, они смогут откровенно разговаривать со своей мамой и не бояться этого. Но действительно, мы же живем не в древнем мире, даже на отдаленных стоянках есть у нас интернет. Да. И самое важное родителям самим пойти навстречу, пойти к психологам, пойти в школу, то есть заинтересоваться жизнью своего ребенка. Да. Так получается. То есть, все равно же, мы же тоже были детьми в тот период, нам тоже было как-то неудобно, неприятно, да, об этом разговаривать с родителями. Поставьте себя на их место, да, мы тоже были детьми. И как мне было бы понятно, да, если бы мама мне объяснила бы так и так и так, да, примерно поставить себя на место, да, и таким же образом, да, такими же словами простыми объяснить ей доступно в такой форме.
хотела бы добавить, да, то, что по статистике у нас среди этих девочек, да, семьи полные, да, а с полными семьями у нас девочки бывают с отчимами. Такая ситуация у нас тоже есть, да. Ну, понимаете, да, такая ситуация, что женщина не сильно как бы общается, имеет доверительные отношения с дочерью, да. Бывают конфликты с отчимом, в связи с чем она отдаляется от матери, да, насколько бы она, может быть, к ней не тянулась, да. И в связи с этим все, что с ней происходит, наступление беременности, соответственно, отношения с молодым человеком, они уже замалчиваются, и в конечном итоге возникает такая ситуация. То есть такой момент тоже есть, это нужно сказать. У нас, к сожалению, вот в прошлом году такая ситуация была у девочки у одной. Беременность наступила вообще от отчима. Да. Не от отчима, а вот от отца даже. Самого От отца, отца. от собственного отца. Собственного отца. У нас такая семья прошла, и, к сожалению, вот в этом плане тоже это вроде не отчим, да, свой собственный отец у данной девочки совершил такое. Такие семьи у нас тоже есть. И анализируя все-таки случаи всех несовершеннолетних девочек, беременности, да, на каждую неделю проводим видеоконференции, вещания на уровне Минздрава Республики Тыва. Каждый раз, когда встает несовершеннолетняя девочка, мы данный случай разбираем, анализируем, ищем дефекты, какие-то оказания на своем уровне, да. Но в этом плане медицинские работники Минздрав все-таки работу мы проводим. Мы ищем проблемы у себя в первую очередь. А другие все-таки инстанции, Министерство образования, социальной политики, вообще саму семью, да, вот их мы тоже призываем все-таки принять данную проблему, что она есть, и уже начать отрабатывать именно с нами, потому что, к сожалению, медицинские работники одни с данной проблемой мы не справимся. Тут нам нужна поддержка, помощь со всех сторон. Здравоохранение открыто для разговора. Мы для этого будем все прилагать и дальше отрабатывать. Есть у нас еще случаи, когда несовершеннолетняя девочка во второй раз беременеет, во второй раз рожает. То есть случаев много, Да. медики отрабатывают, но нужна более плотная связка, насколько я понимаю, с Министерством труда, социальной политики, с муниципалитетами, возможно, в Кажунах, И образование. с Министерством образования. И главное, семья. Главная семья. Большое спасибо. Думаю, что к этой теме мы еще раз вернемся. Возможно, будем делать какие-то отдельные материалы. Проблема серьезная, и касается она и будущего нашей нации, потому что рождаются дети, они должны рождаться здоровыми. Это была программа «Интервью дня». Берегите себя. Сегодня в студии мы говорили о проблемах ранней беременности. Всего доброго. До свидания. До свидания.